В эфире программа «События недели» и я, журналист Белла Кварчия. Здравствуйте. На этой неделе стала известна дата проведения президентских выборов в Абхазии. Решением парламента страны день выборов назначен на 21 июля этого года. Парламентарии также внесли некоторые изменения в закон о выборах. О том, что именно говорит Конституция о порядке и сроках назначения выборов президента, насколько изменилось выборное законодательство за последние 5 лет и в какой его части, мы обсудим позже с гостем нашей программы. А сейчас напомним о самых важных событиях уходящей недели. В первый день апреля в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел Абхазии и России Даура Кове и Сергея Лаврова. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по важным вопросам повестки двухсторонних отношений, а также по теме укрепления международных позиций Республики Абхазия. Речь шла и о повышении эффективности женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Цель переговоров в Москве – придать новый импульс сотрудничеству между внешнеполитическими ведомствами двух стран. У нас много направлений тесного сотрудничества. Оно охватывает и социально-экономическую, гуманитарную, военную, военно-техническую сферу и, конечно же, внешнеполитическую. Мы уделяем приоритетное внимание совместным действиям по социально-экономическому развитию Абхазии. Успешно реализуются инвестиционные программы на 2017-2019 годы. Мы, Российской Федерации, неизменно являемся основным партнером вашей республики во внешнеэкономической деятельности. Особо ценим совместную работу по продвижению задач укрепления региональной безопасности, включая наше взаимодействие на женевских дискуссиях, очередной раунд которых состоится буквально через пару дней в Женеве. Очередной 47-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел 4 апреля. Делегацию Абхазии возглавил министр иностранных дел Даур Кове. Принять совместное заявление участников о приверженности к неприменению силы и на этот раз не удалось. Работа над совместным проектом будет продолжена на следующем раунде. Он намечен на 2 и 3 июля. Нагрудного знака МИД России за вклад в международное сотрудничество удостоен министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. Знак отличия вручил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Георгий Карасин в постоянном представительстве России при отделении ООН в Женеве. Как отметил Даур Кове, полученная награда – это признание работы всего внешнеполитического ведомства страны. Контрольная палата Абхазии подвела итоги деятельности за 2018 год. За этот период было проведено 10 проверок деятельности некоторых министерств, ведомств и госкомпаний. Основными нарушениями стали нарушения при распоряжении и управлении госсобственностью, нецелевое, а также неэффективное использование бюджетных и внебюджетных средств. Всего по этим разделам выявлено нарушений на общую сумму более 270 миллионов рублей. Материалы по ним были направлены в Генеральную прокуратуру. Также контрольная палата предпринимала меры по устранению нарушений законодательства Абхазии, затрагивающих интересы госструктур и участников бюджетного процесса. По результатам проверок правовой отдел контрольной палаты также подготовил и направил материалы в Генеральную прокуратуру. Это материалы Министерства сельского хозяйства, по материалам Министерства сельского хозяйства, по управлению капитального строительства Республики Абхазия, по Министерству культуры и охраны историко-культурного наследия, по Государственному таможенному комитету Республики Абхазия и его структурных подразделений, по Академии наук Абхазии и подведомственных организаций. Материалы в рамках контрольной проверки исполнения бюджета Галского района, так как проверка была завершена в 2019 году, уже был промежуточным актом направлен материал еще в 2018 году по Галскому району по особой экономической зоне. И в 2019 году после завершения и утверждения на коллегии данного общего материала, сам материал тоже полностью ушел в Генеральную прокуратуру. Материалы в рамках контрольного мероприятия Черноморэнерго МОП-СУЭС, это в рамках недоимок по платежам во внебюджетные фонды. Также был подготовлен материал и направлен в Генеральную прокуратуру. Материалы по проверке государственной компании «Абхазтор»,
материалы Государственного комитета по физической культуре и спорту и его структурных подразделений. Также были направлены материалы по проверке аппарата Кабинета министров Республики Абхазия. И Абхазская государственная телерадиокомпания, материалы по данной проверке тоже были направлены в Генеральную прокуратуру. А сейчас к главной теме нашей программы. На этой неделе парламент Абхазии назначил дату президентских выборов, а также внес некоторые изменения в закон о выборах президента республики. Теперь каждый гражданин должен будет голосовать только по месту прописки. Открепительные талоны выдаваться не будут. Маркировка пальцев при голосовании также отменяется. Данный законопроект был принят единогласно во втором и окончательном чтении. Спикер Народного собрания Валерий Кварчия представил проект закона о назначении даты выборов президента Республики Абхазия. Руководствуясь положениями Конституции, в которой регламентируются сроки проведения голосования, депутаты назначили выборы президента Республики Абхазия на 21 июля 2019 года. Также парламентарии внесли изменения в уголовное право. Теперь за незаконный оборот наркотических средств с целью сбыта, а также ввоз, вывоз, транзит наркотических средств не предусматривается возможность смягчения санкций. Данный законопроект представил депутат Валерий Агрба. Те санкции, которые предложены рабочей группой, а именно наряду с лишением сроков свободы, лишением права занимать определенные должности или штрафа, предлагается ввести по третьей части данных статей исключительную меру, высшую меру наказания, это пожизненное лишение свободы, исключительную меру наказания, смертную казнь. Но, как вы знаете, у нас в 2007 году наложен мораторий на реализацию, приведение в исполнение смертной казни, но по таким тяжелым, особо тяжким статьям, как ввоз, вывоз наркотических средств в Республику Абхазия в особо крупном размере и сбыт наркотических средств в особо крупном размере, предлагается применить вот такие исключительные меры. Закон вступит в силу с момента его опубликования, а законодательные нормы вступят в силу с 1 января 2020 года. К исполнению своих обязанностей приступила Центральная избирательная комиссия Абхазии и началась подготовка к регистрации кандидатов в президенты. Что касается нововведений по процедуре голосования, принятых на сессии парламента, они приобретут законную силу только после подписания документа главой государства. Не позднее, чем за 2 месяца до дня выборов начинается процесс регистрации инициативных групп и политических партий, которые, значит, представляют своих кандидатов, которые утверждаются на съездах. И заканчивается за 40 дней до дня голосования. В этот промежуток 20-дневный происходит процедура регистрации кандидатов, то есть изучение документов, представленных в Центральную избирательную комиссию, и регистрация. Она не должна закончиться позднее 1 месяца. До начала выборов. Буквально с сегодняшнего дня практически вступили в свои обязанности в полной мере. То есть Центральная избирательная, не аппарат все это время работает, вы знаете, но Центральная избирательная комиссия в силу того, что является, члены ее, за исключением 2, являются, работают, участвуют в составе на общественных началах. И с этого дня первое, что прописано в нашем законодательстве, с первых дней, сегодня буквально я подписал бумагу, бумага своего рода напоминание Министерству юстиции, они в течение 5 дней с момента объявления выборов должны представить список общественных организаций, имеющих право по своему уставу проводить общественное наблюдение за выборами. Первые шаги связаны с утверждением календарного плана нашей работы. Календарный план, несмотря на то, что как бы в законе он прямо не сказан, чтобы мы в обязательном порядке его публиковали, но его будем публиковать. Традиция эта зародилась не сейчас, и мы традиционно это будем делать для того, чтобы и общественность, и журналисты могли ознакомиться и довести до граждан наших, до кандидатов на график нашей работы, план работы в соответствии с требованиями существующего законодательства. Итак, выборы президента Абхазии по решению парламента назначены на 21 июля. Народные избранники изменили технический порядок и способ голосования на президентских и депутатских выборах в республике. О нововведениях в выборном законодательстве, в некоторых сторонах предвыборной агитации, а также об ужесточении уголовного наказания вплоть до принятия высшей меры за распространение наркотиков мы побеседовали с представителем президента Абхазии в Народном собрании в парламенте республики Дмитрием Шамба.
Здравствуйте, Дмитрий Михайлович. Здравствуйте. Дмитрий Михайлович, начнем с того, что назначена дата выборов президента Абхазии. Что говорит Конституция о порядке и сроках назначения президентских выборов? Сама Конституция не содержит прямой нормы, которая определяла бы дату проведения выборов президента. В Конституции, в статье 50 содержится отсылочная норма, и Конституция отсылает по этому вопросу к Конституционному закону о выборах президента. Сам же Конституционный закон о выборах предусматривает, что выборы назначаются Народным собранием не позднее, чем за 4 месяца до окончания срока полномочий действующего президента. Сами же выборы могут быть проведены не ранее, чем за 3 месяца и не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока полномочий президента. То есть с назначением такого срока должно хватить время и на агитацию, и на все остальные мероприятия? Законодатель предусмотрел в законе именно такой период с тем, чтобы в эти сроки было проведено выдвижение кандидатов в президенты, их регистрация Центральной избирательной комиссии. Также сами кандидаты имели возможность и время провести предвыборную агитацию. Парламент страны внес изменения кое-какие в закон о выборах. Попозже к ним обращусь, но сейчас хотела бы спросить о том, вообще как часто закон о выборах менялся в течение этих 5 лет последних? В течение последних 5 лет дважды вносились изменения в закон о выборах президента. Это было в 2014 году в июне месяце. И также изменения в выборное законодательство вносились в 2015 году. Изменения, которые были внесены в 2014 году, они касались 3 блоков вопросов. Первый вопрос – это наделение правом каждого зарегистрированного кандидата назначать члена Центральной избирательной комиссии с правом совещательного голоса. То есть помимо тех членов избирательной комиссии, которые назначает президент, соответственно, и парламент, 15 членов Центральной избирательной комиссии, также в ее работе принимают участие члены Центральной избирательной комиссии от кандидатов. Они обладают такими же правами, как и члены ЦИКа, с правом решающего голоса, за исключением права принимать участие в голосовании при принятии ЦИКом решений. Вторая группа изменений, которые были приняты в 2014 году, касалась введения такой процедуры, как процедура маркировки избирателей. И впервые с 2014 года, с выборов президента 2014 года, данная процедура стала применяться при проведении выборов в Абхазии. И третья группа поправок, которые были приняты в 2014 году, предусматривала, что помимо членов участковой комиссии, которые в день выборов перед началом голосования пересчитывают в присутствии наблюдателей от кандидатов в президенты избирательные бюллетени и подписывают эти бюллетени. Подписи членов участковой комиссии заверяются печатью участковой комиссии. Помимо членов участковой комиссии, эти же бюллетени с обратной стороны подписывали наблюдатели от каждого кандидата в президенты. Данные нововведения были внесены в закон с тем, чтобы минимизировать возможность использовать неустановленных бюллетеней, использовать неучтенных бюллетеней и тем самым повысить доверие к процедуре голосования, к процессу голосования, в первую очередь от самих кандидатов. Также были внесены в 2015 году. Они касались 2 вопросов. Это право обжаловать решения Верховного суда, которые принимались по первой инстанции и касались регистрации кандидатов в президенты, а также касались итогов выборов. Право обжаловать в кассационном и надзорном порядке. До 2015 года по ранее действовавшему законодательству решения Верховного суда, которые принимались по итогам выборов, либо по вопросу регистрации, либо нерегистрации кандидатов в президенты, обжалованию не подлежали и вступали в силу с момента принятия Верховным судом
соответствующего решения. В 2014 году депутаты парламента наоборот, ввели маркировку. В этом же году они отменили эту процедуру. На следующих президентских выборах маркировка проводиться не будет. Чем вы могли бы объяснить вот такое решение депутатов? Чем они это объясняли? Как уже мы говорили, впервые маркировка была введена в 2014 году на выборах президента. Также она использовалась при проведении референдума в 2016 году и на выборах депутатов парламента в 2017 году. Сама маркировка вводилась как защитный механизм, защитный барьер от возможных фальсификаций, которые позволяли бы исключить возможность избирателю голосовать более одного раза. Но, как показала практика, данный механизм, данное средство, можно сказать, не совсем было эффективным, потому что были установлены случаи, и немало таких случаев, что маркировка, которая была нанесена, она легко стиралась, снималась в тот же день, в день выборов. Порой это случалось сразу после голосования или через несколько часов после голосования. Также использование процедуры маркировки приводило к возмущению некоторых избирателей, которые отказывались проходить эту процедуру. В основном это были люди преклонного возраста, и, соответственно, если они отказывались проходить процедуру маркировки, им не предоставляли возможность принять участие в выборах. И в этой связи парламент принял решение исключить маркировку на предстоящих выборах. Хотел бы отметить, что от раза к разу при использовании маркировки в 2014 году, в 2016 и в 2017 Центральная избирательная комиссия меняла используемые маркеры, закупали с большим содержанием специальных веществ, более устойчивые, но даже они все равно оказались не столь эффективными. Но убирая из закона, из процесса голосования процедуру маркировки, депутаты парламента вернули другой защитный механизм, защитный барьер, который позволит исключить голосование избирателей более одного раза. Вернули процедуру проставления штампа в паспорт гражданина Абхазии при выдаче избирательного бюллетеня. Данная процедура проставления штампа, она была исключена в декабре 2016 года перед предстоящими выборами в парламент, которые проходили в 2017 году. И вчера на сессии парламента депутаты приняли решение, что от процедуры маркировки отказаться, и вернули процедуру проставления штампа о голосовании в паспорте. По мнению депутатов, с которыми мы согласны с данной позицией, что проставление штампа в паспорте будет являться более эффективным механизмом, который будет исключать возможность голосовать более одного раза на выборах. Депутаты законодательно отменили и возможность голосовать по открепительным талонам на этих президентских выборах. Как могут пройти выборы, если нет такой возможности? Вы вообще сами согласны с этим? Изменения, которые были приняты в закон о выборах президента, в том числе и предусматривают исключение возможности принимать участие в выборах с использованием открепительного удостоверения. Мы не поддерживали данное изменение, и в том числе на заседании сессии мной были высказаны возражения по этому вопросу. Необходимо учитывать, что голосовать с использованием открепительного удостоверения возможно только лишь на выборах президента. Голосовать на выборах депутатов парламента, голосовать при проведении выборов в органы местного самоуправления с использованием открепительных удостоверений закон не позволяет, так как это может повлиять на результат выборов в том или ином округе. Мы же исходили из того, что при проведении выборов президента образуется единый общегосударственный избирательный округ, и не имеет значения, на каком из участков проголосует избиратель, в связи с тем, что итоги выборов подводятся в целом по стране. И голосование на одном участке, где он прописан, либо голосование
на участке, где он находится в день выборов, для результата значения не имеет. Также необходимо учитывать, что большое число наших граждан прописаны в одних районах, а фактически проживают в других районах или городах. И поэтому не каждый избиратель будет иметь такую возможность в день выборов прибыть на избирательный участок, где он прописан, где он включен в список избирателей, и проголосовать. А почему депутаты не вняли, скажем, вот таким доводом? Ну, я сейчас не могу говорить, почему именно Не, у них были свои аргументы, наверное. Почему именно эти аргументы не были восприняты, потому что вы по ним и вы даже не дискутировали по нашим аргументам. Но мы исходим из того, что это создаст дополнительные трудности для избирателей в день выборов. Сам факт, что парламент принимает поправки к закону о выборах буквально в преддверии выборов, о чем он говорит? Сам факт о том, что изменение выборного законодательства принимается накануне выборов, во-первых, он говорит, что этот вопрос более актуализированным становится в преддверии предвыборной кампании, но каких-либо законодательных ограничений вносить изменения в избирательное законодательство накануне выборов нет. Ни Конституция, ни Конституционный закон о выборах президента таких ограничений не содержит. И поэтому, принимая на заседании сессии парламента такие изменения, парламент не допустил каких-либо нарушений. Также наша законодательная практика демонстрирует, у нас были уже случаи, что поправки вносились накануне выборов, либо уже в период самой избирательной кампании. Хотел бы напомнить, что в 2009 году дважды вносились изменения накануне выборов. Это в октябре 2009 года были внесены изменения в закон о выборах президента. Также вносились изменения в ноябре 2009 года. Сами выборы были проведены 12 декабря 2009 года. Также те изменения, о которых я говорил 2014 года, они были внесены в закон о выборах президента уже в период самой избирательной кампании. Каких-либо нарушений в этом нет. Конечно же, желательно, чтобы изменения, которые вносятся в выборное законодательство, в конституционное законодательство, они принимались задолго до проведения самой избирательной кампании. В первую очередь это будет обеспечивать стабильность выборного законодательства. А что говорит закон о сроках выдвижения кандидатов, их регистрации и проведения агитационной кампании? В соответствии с законом выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней до дня голосования и заканчивается за 40 дней до выборов. Правом выдвигать кандидатов в президенты обладают политические партии, которые зарегистрированы в Министерстве юстиции за 5 месяцев до выборов, а также группы избирателей. При выдвижении кандидатов в президенты от группы избирателей необходимо в поддержку такого выдвижения собрать не менее 2000 подписей избирателей. Сама регистрация кандидатов в президенты осуществляется не позднее, чем через 10 дней с момента, когда все необходимые для регистрации кандидатов в президенты документы поданы в Центральную избирательную комиссию, но такая регистрация должна будет быть проведена не позднее, чем за 30 дней до выборов. Это 30-дневный срок для того, чтобы кандидаты могли в полной мере провести агитационную работу. По закону агитацией можно заниматься. Каждый гражданин Республики Абхазия, политические партии вправе агитировать как за кандидатов, голосовать за того или иного кандидата, так и против кандидатов с момента их официальной регистрации. Могли бы вы оценить возможность законодательно обязать кандидатов в президенты принимать участие в теледебатах? Вот как вы к этому относитесь? Действующее на сегодняшний день законодательство
не обязывает кандидатов в президенты принимать участие в теледебатах. Закон гласит о том, что кандидатам в президенты на равных предоставляется эфирное время на государственном телевидении. При этом закон не обязывает их принимать участие или вообще использовать данное эфирное время. И кандидаты в соответствии с действующим законодательством самостоятельно принимают решение, принять им участие в дебатах или нет. А не умаляет это, скажем так, право избирателей на информацию? По моему мнению, как избирателю, хотелось бы, конечно, чтобы кандидаты в президенты, тем более если они баллотируются на такой ответственный пост, это высшая должность в государстве, чтобы в обязательном порядке принимали участие в теледебатах. Как-то прозвучала идея не открывать избирательные участки за границей. Вот как администрация президента к этому относится? В тех поправках, которые вчера рассматривались в парламенте и были приняты парламентом, не содержится каких-либо норм, которые предусматривали закрытие избирательных участков за пределами Абхазии. Просто хотелось бы напомнить, что впервые выборы за пределами Абхазии проводились в 2009 году. И я помню, когда в 2009 году мы в Москве открывали первый избирательный участок за пределами Абхазии. На его открытие прибыли большое число журналистов, не только российских, но также и иностранных СМИ, которые аккредитованы в Российской Федерации. И это вызвало такой живой интерес к открытию избирательного участка за пределами Абхазии. И это было впервые после признания нашей независимости со стороны Российской Федерации. И надо также понимать, что проведение выборов за пределами страны является в том числе и внешнеполитическим моментом. Именно поэтому мы и открывали участки за пределами Абхазии. Позиция администрации президента, наша позиция заключается в том, что мы выступаем против закрытия участков за пределами Абхазии. И по нашему мнению, закрытие участков за пределами Абхазии, с одной стороны, это будет отдалять нашу диаспору от ее исторической родины. И второе, как уже говорил выше, учитывая, что это в том числе и важный внешнеполитический момент, будет приводить к внешнеполитической самоизоляции Абхазии. И поэтому такие поправки в выборное законодательство мы не поддерживаем, и если вдруг они будут рассматриваться, также позиция исполнительной власти будет против их принятия. Депутаты увеличили размеры некоторых пожертвований, которые вносятся юридическими лицами или же частными лицами в избирательные фонды, и отменили предельную сумму всех расходов и средств избирательного фонда кандидата. Как на практике это будет контролироваться? Те изменения, которые были внесены в закон, касающиеся пожертвований в избирательный фонд кандидатов в президенты, они предусматривают сумму пожертвования от физических и юридических лиц в избирательные фонды кандидатов. Сумма пожертвования от одного физического лица увеличена от 12 тысяч до 120 тысяч рублей. И сумма пожертвований, предельная сумма пожертвований от одного юридического лица увеличена со 120 тысяч до 1 миллиона 200 тысяч. При этом исключается верхний порог расходов избирательного фонда на предвыборную агитацию, на проведение выборов тем или иным кандидатам. При этом включена важная норма, которая позволит создаст условия для того, чтобы контролировать расходы избирательного фонда. По ранее действующему законодательству кандидат в президенты сам принимал решение открывать избирательный фонд и, соответственно, расчетный счет в банковском учреждении, либо не открывать такой избирательный фонд.
в соответствии с принятыми изменениями в закон каждый кандидат в президенты уже будет обязан открыть расчетный счет в банке, который расположен на территории Республики Абхазия, и уже все пожертвования, которые будут направляться в избирательный фонд, должны зачисляться на этот счет в банке. Понятно, мы понимаем, что отследить все расходы, которые будут затрачены тем или иным кандидатом на свою предвыборную агитацию, это невозможно. И принимая такие изменения в закон, мы отдавали себе отчет, что полностью проконтролировать расходы избирательного фонда эта норма не позволит. Также в закон были внесены изменения, которые более подробно и четко определяют источники, за счет которых запрещено финансировать избирательную кампанию. Это в первую очередь источники от иностранных юридических и физических лиц, от иностранных государств, от иностранных, в том числе и международных организаций, а также от юридических лиц Республики Абхазия с иностранным участием. От этих лиц пожертвования в избирательные фонды кандидатов в президенты запрещено вносить. Скажите, а предусматривается какое-то декларирование доходов? И каким образом это происходит? Так же, как и ранее действующая норма, она не подверглась изменению. Каждый кандидат в президенты при его регистрации в Центральной избирательной комиссии должен подавать декларацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. И при этом впервые сейчас в закон о выборах президента включена норма, которая ранее не была в законе, что если будет выявлено, что кандидат в президенты подал недостоверную декларацию, и даже после его регистрации кандидатом в президенты такая информация будет получена, сам факт будет подтвержден, то в закон включено положение о порядке аннулирования и отмены регистрации кандидатов в президенты. Такой нормы раньше в закон о выборах президента не предусматривал. Выборы будут проходить в пик туристического сезона. Не секрет, что для многих наших граждан это туризм единственный источник дохода. В этой связи хотелось бы спросить, если бы мы сдвинули сроки выборов, допустим, на осень или наоборот раньше, то это было бы крайне противозаконно? Ну, перенесение выборов на осень 2019 года со стороны парламента являлось бы нарушением как Конституции, так и Конституционного закона о выборах президента. Потому что Конституция устанавливает срок полномочий президента в 5 лет. Действующий президент вступил в должность в 25 сентября 2014 года, и его срок полномочий истекает в сентябре 2019 года. И перенесение выборов на более поздний срок явилось бы нарушением той нормы Конституции, которая устанавливает пятилетние полномочия президента. Что касается перенесения выборов и проведения их раньше, на весну 2019 года, то по этому вопросу администрация президента уже неоднократно выступала и комментировала данные предложения в СМИ. Спасибо. Я хочу немножечко о другой теме поговорить, тоже связано с парламентом. Парламентарии приняли законопроект в третьем и окончательном чтении, который предусматривает высшую меру наказания и пожизненные сроки заключения для лиц, которые виновны или признаны виновными в распространении наркотиков. Скажите, пожалуйста, в особо крупном размере, скажите, пожалуйста, с 2007 года у нас мораторий на смертную казнь, как его будут законодательно отменять? Принятие тех норм, которые вчера были рассмотрены на заседании сессии парламента и которые ужесточают ответственность за незаконный оборот, распространение наркотических средств, не предусматривают отмены моратория на смертную казнь.
В том числе на сегодняшний день Уголовный кодекс действующей редакции предусматривает такую меру наказания, как смертная казнь, и по отдельным статьям в виде наказания установлено вынесение смертной казни. Но это не отменяет никак мораторий, и те ужесточения, которые были приняты парламентом, они не приведут к тому, что приговор в виде смертной казни будет приводиться в исполнение. Суды будут постановлять такие приговоры, но также будет действовать мораторий в соответствии с нашим законом. Мораторий на смертную казнь действует в мирное время. Законодательно мораторий отменять не будут, и те предложения, которые делала комиссия, парламентская комиссия по разработке законодательства, направлена на ужесточение мер ответственности за распространение наркотических средств, не предлагала отменить мораторий на смертную казнь. Принятые изменения, предусматривающие ужесточение ответственности, но, как показывает практика, наша практика, в том числе и зарубежная практика, не всегда ужесточение наказания ведет к снижению незаконного оборота наркотических средств. Спасибо за интервью. Благодарю, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. До свидания. В Абхазии с 5 апреля началась диспансеризация населения. Проводят ее специалисты Федерального медико-биологического агентства России и бригада специалистов федеральных клинических центров при содействии Минздрава Абхазии. Как мы уже сообщали, в Абхазию прибыли 12 специальных автомашин в составе мобильного лабораторно-диагностического комплекса. Сначала медицинский отряд агентства направляется в Галский район, на очереди Ткварчал и далее Ачамчира. Мобильный госпиталь обслуживает 50 специалистов. Он укомплектован всеми необходимыми диагностическими аппаратами. Это рентген, флюорограф, маммограф, есть передвижная поликлиника, возможны ультразвуковое и функциональное исследование. Работа будет проводиться без выходных с 5 по 28 апреля. Затем после майских праздников с 14 мая по 6 июня будет работать вторая бригада. В Абхазию вышел для работы мобильный госпиталь в составе 50 человек. Специалисты, которые приехали работать, это высококвалифицированные врачи и средний персонал. Будет проводиться отбор пациентов, как взрослых, так и детей, для продолжения лечения, если это требуется, в федеральных центрах Российской Федерации для проведения в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. Думаю, что, безусловно, эта работа будет иметь очень хороший эффект. Мы в агентстве проводим таких диспансеризаций в год в России, за пределами России, до 10 выездов в год. И каждый выезд – это, конечно, выявление заболеваний, в том числе заболеваний, которые требуют неотложной медицинской помощи. А это, конечно же, улучшение качества жизни, сохранение жизни и укрепление здоровья людей. Главное культурное событие Абхазии, безусловно, открытие в столице в здании Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера второго Сухумского международного кинофестиваля СИФ-2019. На конкурс поступило около 3000 заявок от иностранных режиссеров, из которых отобрали 30 короткометражных фильмов. В число номинантов вошли участники из Испании, Франции, Германии, Южной Кореи, России и других стран. Показ 30 конкурсных короткометражных фильмов разбит на 6 блоков, в каждом из которых по 5 фильмов. В субботу программа Сухумского международного фестиваля, как и всегда, была интересной и насыщенной. Зрители смогли посетить специальный внеконкурсный показ документального фильма «Женщина ГУЛАГа». Также уже в конкурсной программе любители короткого метра смогли оценить работы режиссеров из России, Казахстана, Белоруссии, Турции, Косово, Ирана, Румынии, Испании и Германии. Напомним, что показы кинокартин в Русдраме проходят бесплатно. Оценки зрителей позволят выявить лучший фильм с точки зрения публики, который будет награжден призом зрительских симпатий. О каждом фестивальном дне ежевечерне будет рассказывать в дневниках фестиваля наш корреспондент Нала Ковы. Не пропустите. На этом наша программа подошла к концу. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.